Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авицба Ахрика Руслановича, 1986 года рождения, сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а также специальное снаряжение и радиопередающие устройства. Гражданин Авицба доставлен в правоохранительные органы. Также при проведении спецмероприятий по данному адресу задержаны 5 лиц, не являющиеся гражданами Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета. По данному факту материал будет направлен в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения. Пресс-служба президента Абхазии назвала голословными и оскорбительными обвинения в адрес главы государства Аслана Бжания, содержащиеся в заявлении общественной организации «Абхазское народное движение», распространенном 2 марта. В этом заявлении движение обвинило президента в сдаче национальных интересов, заявив, что он, цитата, «перешел красную линию, которая лишает его морального права обладать полномочиями, прописанными в статье 53 Конституции Абхазии». Конец цитаты. Подобного рода оскорбления и необоснованные обвинения в адрес главы государства получат соответствующую правовую оценку со стороны Генеральной прокуратуры, заявляет пресс-служба главы государства. С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте государственного информагентства «Абснепресс». 5 марта отмечает день рождения чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. С именинами Алексея Двинянина поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Ваша энергия, принципиальность и преданность делу характеризуют вас как опытного дипломата и государственного деятеля. Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия под вашим руководством вносит большой вклад в дело укрепления дружественных абхазо-российских отношений. Взаимоотношения между нашими странами в самых различных областях динамично развиваются. И в этом, безусловно, ваша большая заслуга, отметил в частности глава государства в поздравлении. С днем рождения российского дипломата также поздравили спикер парламента Валерий Кварча, временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба и министр иностранных дел Даур Кове. Итоги работы за 2020 год подвели на расширенном коллегии Государственного таможенного комитета. Обсудили и план мероприятий на 2021 год. На коллегии присутствовали временно исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Владимир Делба, представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов. Подробности в репортаже Алики Трапш. Кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, в 2020 году, безусловно, отразился и на работе таможенных органов. Но, несмотря на все сложности, должностные лица таможенного комитета продолжали выполнять возложенные на них функции по пополнению республиканского бюджета, по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями, отметил, открывая коллегию, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеце. На сегодняшний день основная деятельность Государственного таможенного комитета направлена на обеспечение экономической безопасности страны, пополнение доходной части бюджета республики, борьба с контрабандой и иными таможенными правонарушениями, улучшение качества организации таможенного оформления и таможенного контроля, укрепление взаимодействия по линии международного сотрудничества с Российской Федерацией. Перед нами остается все еще множество нерешенных проблем, связанных с качественной реализацией таможенной политики. Это слабое развитие таможенной инфраструктуры, отсутствие таможенных средств,
таможенного контроля и так далее. Выражаю надежду, что совместные усилия, уважаемые коллеги, при государственной поддержке мы сумеем реализовать все возложенные на нас задачи. В 2020 году таможенными органами начислено в бюджет Республики Абхазия таможенных платежей на сумму 1 миллиард 896 миллионов рублей, что в сравнении с 2019 годом больше на 19,5 миллионов рублей. Таким образом, плановый показатель на 2020 год, который составлял 2 миллиарда 83,5 миллионов рублей, выполнен на 91%. Невыполнение плана связано с введением ограничительных мер в стране в связи с пандемией коронавируса, что в большей степени отразилось на товарообороте от импортируемых в республику товаров. Сумма начислений по налогу на добавленную стоимость за 2020 год составила 853,2 миллионов рублей. Отклонение от плана на 94,1 миллиона рублей. Данный показатель в сравнении с начислениями за предыдущий 2019 год сократился на 10,8 миллионов рублей. По итогам внешнеторговой деятельности Абхазии за 2020 год объем внешней торговли республики составил 26 миллиардов 555 миллионов рублей, что в сравнении с предыдущим годом больше на 2,2%. Импорт товаров в 2020 году уменьшился на 1,7% и составил 19 миллиардов 714 миллионов рублей. Экспорт вырос на 15,3% и составил 6 миллиардов 841 миллион рублей. В 2020 году основные усилия Управления таможенного оформления и таможенного контроля были направлены на совершенствование путей таможенного администрирования в целях создания благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности, обеспечения полноты своевременности уплаты таможенных платежей. Несмотря на распространение в Республике Абхазия коронавирусной инфекции, за отчетный период наблюдалось повышение уровня администрирования таможенных платежей, показатели которых по их начислению в 2020 году выше значения аналогичного периода 2019 года. Объем внешнеторгового оборота в 2020 году составил 26 миллиардов 488 миллионов рублей, что на 499 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года. На долю импорта пришлось 19 миллиардов 714 миллионов рублей. Экспорт составил 6 миллиардов 841 миллион рублей. Общая сумма таможенных платежей за 2020 год, взысканных структурными подразделениями Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля, составила 1 миллиард 886 миллионов 373 тысячи рублей, что на 11 миллионов 715 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года. За прошлый год отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия выявлено 34 административных правонарушения и одно таможенное преступление, что на 35% ниже показателя. Это было обусловлено санитарно-эпидемиологической ситуацией, продолжавшейся весь отчетный период. По составленным административным делам товарами нарушения таможенных правил являются табачная и алкогольная продукция, газированная вода, автомобильные запчасти, компьютерное и вычислительное оборудование, компьютерные комплектующие. Общая стоимость товаров, выявленных отделом с нарушением действующего таможенного законодательства, составила 5 миллионов 159 тысяч рублей. Общая стоимость товаров, выявленных отделом с нарушением действующего таможенного законодательства в Республике Абхазия, составила 5 миллионов 159 тысяч 778 рублей. Общая сумма штрафов и взысканной стоимости по административным правонарушениям за отчетный период на данный момент времени составила 1 миллион 203 тысячи 921 рубль, что на 30% ниже показателя прошлого года. Также с подробными отчетами о проделанной работе за 2020 год выступили и начальники других отделов Государственного таможенного комитета. Подводя итоги коллегии, временно исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Владимир Делба отметил, что несмотря на сложную ситуацию в связи с пандемией коронавируса, мобилизация ресурсов таможенных органов позволила получить хорошие результаты. Более 65% от общих консолидированных доходов республиканского бюджета составили таможенные платежи. Это достаточно высокий показатель. Уважаемые друзья, я хочу сказать, что именно от вашей работы и от работы ваших коллег в других сферах, которые являются одними из самых главных администраторов доходов, бюджет справляется со своими социальными обязательствами, социально значимыми обязательствами. Это очень важно, когда есть вот такое взаимодействие между различными органами государственной власти. 65% показатель, на котором, разумеется, таможенный орган
не останавливается, и характерно это уже показывает текущие 2 месяца, особенно 2-й месяц. Уже этот показатель превысил 70%. Уверен, что это является результатом совместной вот такой плодотворной работы всех служб в таможенном комитете. Очень много сказано о том, что необходимо сделать в докладах. Вот проблемы поставлены, там, и в отдельных случаях даже предложены поиски их решений. Уверен, что потенциал, который есть в таможенном комитете, даже убежден, что его достаточно для реализации вот масштабных задач, которые стоят перед таможенными органами. В итоге работа Государственного таможенного комитета за 2020 год была признана удовлетворительной. Алика Трапшина, Лагухава, Абхазское телевидение. В Министерстве культуры Абхазии прошла церемония награждения участников международного конкурса на лучшие проекты памятников Владиславу Ардзинба и Сергею Багапш. Министр культуры Гудиса Агрба всем участникам конкурса вручил дипломы. Как известно, на лучший проект памятника первому президенту Абхазии было представлено 3 работы. Однако ни одна из них не получила одобрения. Что касается проектов на установку памятника второму президенту Абхазии в Сухуме, то монументальной комиссии отобрано 3 работы. Новый конкурс будет объявлен на лучший проект памятника Владиславу Ардзинба и лучший проект памятника Сергею Багапш в Очимчире. По мнению и общественности, и экспертов, проект он оказался у нас довольно содержательным, насыщенным и по качеству проектов, и по его количеству. И, как вам известно, нами определены, Государственной комиссией определены 3 проекта, которые также действительно нуждаются в доработке. В эти дни мы будем уже с конкурсантами, с участниками проектов, которые вошли во 2-й тур, будем уже работать активно, привлекать нашу рабочую группу при Государственной комиссии. И наша главная цель, как вам известно, сделать хороший, замечательный проект для того, чтобы он был и функциональным, и радовал горожан и вообще жителей республики. Продовольственная сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ФАО представила фермерам Абхазии, членам полевых школ фермеров, удобрения и пестициды для защиты растения. Через сеть полевых школ фермеров ФАО продвигает подход интегрированной защиты растений. При этом рекомендует оптимальное применение химикатов только с учетом экономического порога вредоносности. В 2021 году ЕС и ФАО продолжат оказывать техническую поддержку группе мастер-тренеров по защите растений и фермерам полевых школ, созданных по всей Абхазии. На протяжении всего года будут проведены 6 тренингов в 22 школах. С их помощью фермеры получат знания об инновационных методах интегрированной защиты растений и надлежащей сельскохозяйственной практике. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантных должностей. Судьи арбитражного суда 2 единицы, Сухумского городского суда 1 единица. Прием заявлений осуществляется в помещении Министерства юстиции с 5 по 18 марта включительно. Телефон для справок 229 44 90. Накануне Международного женского дня 8 марта в Министерстве обороны Абхазии прошло торжественное заседание. В честь праздника женщинам-военнослужащим были вручены грамоты и денежные вознаграждения. Женщин, посвятивших свою жизнь служению Родине, а также матерей и жен военных, поздравил с Международным женским днем министр обороны Владимир Анва. Глава оборонного ведомства отметил важную роль женщин-ветеранов, которые плечом к плечу со своими отцами, братьями и сыновьями сражались за свободу Апсны в Отечественной войне народа Абхазии. Дорогие женщины,
поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Этот замечательный весенний праздник предоставляет нам еще одну возможность выразить вам глубокое уважение и признательность. Самоотверженности и таланту женщин во многом обязана наша Родина своими достижениями и победами. Мы гордимся тем, что трудные для Родины времена вы становились в общий строй с отцами, мужьями, братьями и сыновьями, чтобы героически защитить свою Родину, ее свободу и независимость. Самую глубокую благодарность всем матерям, чьи сыновья погибли, чьи сыновья сегодня охраняют наше Отечество. С праздником вас, здоровья, благополучия и душевного покоя. В преддверии главного праздника весны 8 марта женщин-ветеранов спорта поздравили в Государственном комитете по физической культуре и спорту. В торжественной обстановке им были вручены цветы и подарки. Репортаж Сарии Кварцхеля. Пришла весна, а вместе с ней самый прекрасный и светлый весенний праздник 8 марта. Это чудесный день, когда все женщины расцветают, им дарят цветы и готовят красивые сюрпризы. Спасибо. 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 Елена Вардемиади – мастер спорта по плаванию. С самого детства она занимается этим видом спорта. В 4 классе родители отдали маленькую Елену в музыкальную школу. Однако, сбежав оттуда несколько раз в бассейн, она решила посвятить себя спортивному плаванию. По окончанию школы 10 класса я была уже кандидатом в мастера спорта. Плавание – такой вид спорта юных. Поступила в Краснодарский государственный институт физкультуры. На 2 курсе уже выполнила мастера спорта. Плавала за сборную. В то время было такое спортивное студенческое общество «Буревестник». Очень много ездили, очень много призовых мест. После окончания университета Елена вернулась в Абхазию, и с 1982 года по сей день она тренер по плаванию. Стараемся больше привлечь именно в том плане, чтобы даже просто ребенка научить плавать, чтобы это был как жизненно необходимый навык. Чемпионов вырастить очень сложно без бассейна, то, что есть море. Вот так и работаем. Елена – действующий спортсмен. Она плавает, принимает участие в заплывах. Так, летом прошлого года на Сухумском заплыве она проплыла 3 километра и заняла 1-е место. А самое приятное из этого всего, когда я вышла из воды, столько было приятных моментов. Дети, мои ученики, родители, все бросились меня поздравлять. Это, конечно, дорогого стоит. Елену Вардемиади и еще 17 ветеранов спорта в преддверии праздника весны поздравили в Государственном комитете Абхазии по делам молодежи и спорту. Мы знаем, что вы многое вложили и в спорт, и в молодежь. Прежде всего здесь сидит моя вторая мама Анжела Чаговна. В лице Анжелы Чаговны я вам всем здесь присутствующим хочу пожелать огромного здоровья, добра. Мне хочется, чтобы как можно больше девчонок и мальчишек вы сумели привлечь в спортивные секции. Потому что это здоровый образ жизни, это вообще большие положительные эмоции. Но это, для кого-то это смыслом жизни становится потом на всю, как говорится, его жизнь. Ветеранам спорта были вручены цветы и денежное вознаграждение. Сария Кварцхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Праздничное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, организовало столичное управление образования. Во 2-ю Сухумскую школу пригласили руководителей школ и детских садов, а женщинам-педагогам образовательных учреждений передали поздравительные письма. Подробности в репортаже пресс-службы администрации города Сухум. Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки собрать вместе всех учителей столицы и персонально поздравить каждого с 8 марта не представилось возможным, но в управлении образования сумели не обойти вниманием и не оставить их без добрых пожеланий. Во 2-ю школу пригласили руководителей школ, детских дошкольных учреждений, чтобы вручить поздравительный адрес коллективам женской части преподавательского состава образовательных учреждений Сухума. С наступающим Международным женским днем директоров столичных школ и дошкольных учреждений Сухума поздравили заместители главы администрации столицы Астамур Ашубов, Тандил Сурманидзе, Леон Кварча и начальник управления образования администрации Астан Татаркил.
Заместитель главы администрации Стамурашуба зачитал поздравительный адрес от имени главы администрации Сухума Беслана Эшпа и сам лично поздравил директоров школ и заведующих дошкольными учреждениями столицы. Хотел бы тоже вас поздравить с наступающими праздниками, поздравить ваши коллективы. Мы рады, что вы есть у нас в городе. Такие прекрасные коллективы школ, детских садов и других образовательных учреждений. С наступающим 8 марта. Начальник управления образования администрации города Астан Таркил вручила цветы и благодарственные письма. Приглашенные выразили слова благодарности администрации и управлению образования за организованное мероприятие. Дорогие, милые женщины, так сложилось, что в сфере образования почти все работают женщины, потому что они мамы, сестры, и поэтому образование и дети – это заложено в них природа. Всю женскую половину нашей родной Абхазии поздравить с этим праздником весны, и чтобы такая солнечная погода у вас всегда царила в душе и в ваших домах. Директор 6-й Сухумской школы Лолита Каци отметила, что один из самых ее любимых праздников – это 8 марта. Благодаря тому, что мы работаем в школе, мы до старости остаемся в душе детьми. И, конечно, мой самый любимый праздник – Новый год и 8 марта. Спасибо вам большое, что вы сегодня нам устроили такой праздник. Вот теперь у нас будет очень хорошее настроение для того, чтобы мы еще лучше работали. Спасибо огромное, Астанда Зауровна, спасибо. Вы никогда нас не забываете. Мы будем стараться не подвести вас. Заведующая детским дошкольным учреждением «Мавра» Тамара Скидина отметила, что педагогический труд сложный и всегда должен быть оценен государством. Я рада, что нас, преподаватели, воспитатели, учителей, всех поздравили с этим праздником. Вы знаете, труд наш настолько емкий, настолько большой, что он должен быть всегда оценен государством. Дай Бог здоровья всем. Самое главное, что мы были все здоровы. Вот в этот период, напряженный период, я просто всем желаю здоровья. Самое главное, будьте все здоровы. Здоровы ваши семьи, ваши дети. И большая благодарность администрации города и нашему управлению. Спасибо от души. По завершению мероприятия были сделаны памятные фотографии. Илана Какаля, Давид Авес, пресс-служба администрации города Сухум. В понедельник, 8 марта, отмечается Международный женский день. А в Абхазии это праздничный нерабочий день. Руководство муниципального учреждения администрации города Сухум, Управление по делам молодежи и спорта, сообщает, что 8 марта в городе Сухум на набережной Махаджиров на площади у драмтеатра будет проведена выставка фотографий исторически значимых фигур женщин, оставивших глубокий след в истории Абхазии. Начало мероприятия в 12 часов. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с продолжающимся ремонтом воздушной линии Кавказионии и невозможностью принимать переток электроэнергии с территории Российской Федерации 5 марта с 15 часов дня на всей территории Абхазии были введены временные ограничения на подачу электроэнергии. В случае, если до 21 часа ремонт не будет завершен, временные ограничения будут действовать по данной схеме повторно. С 15 до 16 часов обесточены воздушная линия Багмаран-1, подстанция Гагра-3. С 16 до 17:00 подстанции Сухум-220, Гагра-2, Цандрип-Штяга, Бзып-220, Корчал-Грыз, воздушная линия Калдахара. С 17 до 18 часов воздушная линия Шишелет-1, подстанция Гагра-1. С 18 до 19 часов воздушные линии Шишелет-2, Киласур, Пицунда, подстанция Гечрипш. С 19 до 20:00 воздушные линии Багмаран-2, Чагал, подстанция Гагра-1. С 20 до 21 часа подстанция Алахадзех. И в конце выпуска прогноз погоды.
По сообщению гидромедцентра, в субботу в Абхазии ожидается относительно теплая погода. Днем температура воздуха повысится до 16 градусов тепла. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди. В понедельник, 8 марта, переменная облачность без осадков. Температура воздуха 7 и 8 марта ночью -2, +2, днем +3, +8. Температура морской воды +9 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.